Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов. Айды. Сектор малого-среднего предпринимательства играет важную роль в экономике региона. С интенсивным развитием таких отраслей, как туризм и производство, а также значительным потенциалом в области науки и технологий, этот сектор становится настоящим двигателем экономических изменений. Существует широкий спектр федеральных и региональных мер поддержки, направленных на содействие малым и средним предприятиям, а также самозанятым гражданам. И эти меры позволяют бизнесу не только успешно развиваться, но и масштабироваться, способствуя тем самым сбалансированному росту экономики региона в целом. Важную роль в этой поддержке играют центры «Мой бизнес», которые предоставляют разнообразные услуги и ресурсы для предпринимателей, помогая им реализовать свои идеи и, конечно же, достичь успеха. У нас в студии Ефимова Евдокия Германовна, заместитель генерального директора Центра «Мой бизнес», Иванов Джулус Карлович, менеджер отдела оказания услуг Центра «Мой бизнес», Алексей Захаров, победитель федеральной программы «Свой бизнес» в Якутии в этом году, и Антонина Анатольевна Лугинова, участница регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель», тоже 2025 года. Я приветствую у нас в студии вас. Спасибо вам большое, что пришли по приглашению. И, конечно же, у меня первый вопрос к Евдокии Германовне. В чем основная задача работы Центра «Мой бизнес» и какие услуги предлагает Центр? Центр «Мой бизнес» является подведомственным учреждением Министерства предпринимательства, торговли и туризма. Нас иногда очень часто путают с МФЦ, но мы отдельная организация, получается, именно подведомственное Министерство предпринимательства. Мы оказываем широкий комплекс услуг для предпринимателей. Это консультационная, информационная, имущественная, образовательная, организационная, финансовая, эксплуатационная поддержка. То есть у нас комплекс услуг широкий, да, получается. У нас 2 офиса есть. Офис, где принимают предпринимателей, сидят наши консультанты, на Кирова, 18, блок Б находится, это в центре, бизнес-центре находится. И второй наш офис — это бизнес-инкубатор на энергетика 2А, это рядом с Речпортом, там у нас даются льготные помещения для резидентов именно города Якутска, получается, да. Также мы оказываем образовательную поддержку. Это совсем бесплатные, получается, курсы и программы для тех, кто хочет открыть свой бизнес, либо развивать свой бизнес. Программы различные, там идут они от 8 часов и выше, и есть 5-дневные программы, да. Есть целые проекты, это вот как мама-предприниматель, папа-предприниматель, и так далее. Также, получается, мы еще курируем портал малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес 14 РФ», где можно найти всю информацию для предпринимателей, и единую торговую площадку «Сделано в Якутии». Так все быстренько. Я хотела бы, знаете, на каком остановиться вопросе. Помимо того, что здесь есть в Якутске, еще у вас по районам республики у нас центры есть представители по районам, у нас есть центры оказания услуг. В 30 районах у нас сейчас открыться, да, и в каждом районе там, получается, у нас сидит представитель, который тоже оказывает вот эти все услуги и принимает документы необходимые. Можно подать заявку на льготный займ, либо там подключиться к каким-то электросетям. Вот такие вот функции мы выполняем, либо могут бизнес-план написать. Только по заявкам. И вот опять же тут ключевое слово такое прозвучало — бесплатно. Да, это все бесплатно. У нас все бесплатно для начинающих и действующих предпринимателей, тех, кто собирается открывать свой бизнес. Это огромная поддержка, я считаю, на первых порах такую помощь оказывать. У вас команда большая. Команда у нас в городе Якутске есть, получается, фронт-офис, да, и есть бизнес-инкубатор, да. Там у нас есть несколько отделов, это образовательный отдел, есть информационная поддержка тоже предпринимателей, которые пишут историю успеха наших предпринимателей, отправляют федералам, на федеральном уровне у нас даже выходят наши предприниматели, да. Также у нас есть отдел выращивания проектов, который занимается непосредственно написанием бизнес-планов. Также мы бесплатно разрабатываем сайты для желающих, одностраничные. То есть, если вы хотите там продвигать свой бизнес, заявите себе, мы абсолютно бесплатно для вас сделаем сайт. Но там тоже нужно подать заявку, чтобы получить эту услугу, да. Плюс мы технико-экономическое обоснование можем бесплатно, сертификацию сделать тех же ножей, да. Еще у нас бесплатное продвижение есть в рамках федерального проекта, национального проекта. То есть вы можете бесплатно получить продвижение там
на радио. Вот в прошлом году у нас очень были актуальны эти услуги, да, на радио, на телевидении, на билбордах там. И у нас вот отдельно, получается, в этом году запустили стажировки для участников специальной военной операции. То есть они могут выбрать там, я хочу там стажироваться по этому виду деятельности, и я подаю заявку, мы потом смотрим там, согласовываем и предоставляем ему возможность абсолютно бесплатно стажироваться у вот этого предпринимателя. У вас такие прям... Да. И самое главное то, что это же огромная и большая помощь, поддержка именно для начинающих и вот опять же и самозанятых граждан, которые вы тоже под свое крыло берете. И я вот хочу обыграть вот сейчас прям практическую такую вот жизненную историю. Я имею идею, имею как бы представление общее, к чему я должна прийти, но я не знаю, как сделать свой первый шаг. Что мне нужно сделать, чтобы все-таки реализовать свою идею, открыть свое какое-то дело, потому что сейчас это, мне кажется, очень актуально. Ну, да, любой желающий, у кого есть идея, кто хочет заниматься, предпринимательской деятельностью, да, обращается к нам, в Центр «Мой бизнес». То есть, вот как Евдокия Германовна сказала, мы оказываем комплекс услуг, работаем, получается, по принципу единого окна. То есть к нам может подойти человек, который только хочет зарегистрироваться, да, то есть мы предоставляем консультацию по вопросам ведения бизнеса, то есть по регистрации ИП, ООО, там, самозанятость. Тут же можем зарегистрировать его бизнес бесплатно, то есть предоставляем государственные муниципальные услуги. То есть это регистрация ИП, регистрация ООО, регистрация самозанятости. Даже так вы можете мне помочь? Далее, если нужен, предоставляем также дополнительно банковские услуги. То есть у нас есть банки-партнеры, то есть предприниматель сразу у нас может, например, открыть расчетный счет в банке, то есть бизнес-счет, там какие-то еще банковские услуги для предпринимателя получить. Далее это, после регистрации бизнеса, да, обратиться, за консультацией, там, какие меры поддержки уже есть для, начала деятельности, к примеру, да. Где привлечь финансирование на открытие бизнеса. Там есть различные программы, их предоставляют ведомства, министерства. Да. Сейчас вот очень популярная программа — это социальный контракт, который Управление соцзащиты предоставляет на открытие бизнеса, там финансирование от 350 до 500 тысяч рублей. Вот такие вот программы. Далее это, если помещение нужно, вот в нашем бизнес-инкубаторе можно офисное помещение арендовать по льготной цене, то есть это для начинающих предпринимателей такой, хороший инструмент. А на какой период? Предприниматель получает, на конкурсной основе сдается вот это вот помещение, получает статус резидента, если он этот конкурс проходит, и резидентство длится у нас 3 года. Хороший срок, 3 года. То есть это получается разогнаться. Программа сопровождения выращивания. То есть закрепляется там менеджер. Так хорошо так называется. К менеджеру там, можно обращаться по любым вопросам, там ведения деятельности, да. Какие-то там мероприятия проводим для резидентов наших. Самое основное — это кабинет получает. Кабинет, он полностью меблированный, там с компьютерной техникой, там интернет подключен, все есть там, заходи до работы, можно так сказать. И мы превращаемся буквально на 3 года в одну большую семью, которая мне помогает. Да. Плюс уборка помещения. Да, уборка помещения, охрана, там все в стоимость входит. Там за квадрат, первый год, точно не скажу, там 400-450 рублей стоимость. Это да, помещение там у нас с квадратурой от 10 до 40, наверное, квадратных метров. Еще есть различные. Целая квартира. Да, есть вот такие вот. И да, свободно, если помещение есть, мы объявляем конкурс. Информацию мы размещаем на нашем портале «Мой бизнес 14». И желающие подают заявки на участие. Могут принять участие уже зарегистрированные самозанятые и начинающие предприниматели, кто недавно зарегистрировался. А вот, допустим, любой конкурс — это определенные какие-то критерии, да? Там преимущественно вы на какую сферу обращаете внимание и какая в приоритете? Допустим, я хочу заняться там, разведением, скажем, гусей. Можно, конечно. Основной критерий — это офисное помещение именно.
А нет, если без Ну, наверное, легче сказать, каким видом деятельности нельзя. Там, ну, предоставление бытовых услуг, то есть там нельзя будет там массажный кабинет открыть или маникюрный кабинет. ну вот это. Ага, именно под офис назначения. Допустим, я сижу у себя в офисе, а где-то у меня в Хатасах там на участке есть мои офисы. Ну, там у вас производство какое-то, а офис вы у нас, например, размещаете или предоставляете какие-то консалтинговые услуги, например, да? И так хорошо, прямо все, да, на льготных условиях, и на целых 3 года. Да, ага. На 3 года вот такой вот программа сопровождения. Ну, далее вот образовательные меры поддержки можно получить. Ну, постоянно обучение проводим. Там мастер-классы, семинары, вебинары онлайн на различные темы. Там приглашаем специалистов из разных ведомств, там, ну, из налоговой, по налогам рассказать, из Роспотребнадзора, как там по требованиям Роспотребнадзора, какие разрешения нужны и так далее. Ну, действующих предпринимателей приглашаем поделиться своим опытом работы. Любой желающий может записаться бесплатно на такие образовательные курсы, посещать. Я прямо уже все практически, я уже вижу, как вы мне бизнес-план помогаете писать в этом. Да. И даже бизнес-план, и продвигать, и реклама. Это вот все прям очень большой спектр. Да, вот такой вот комплекс услуг. Среди нас, вот сейчас в нашей студии сидят ваши получатели Алексей, Антонина. Вот расскажите, давайте мы с Алексея начнем историю. Как вы узнали о поддержке Центра «Мой бизнес» и как вы пришли? Здравствуйте, я узнал про свой бизнес от своего товарища, однополчанина, который вместе служили. Он участвовал в первом проекте, рассказал, что есть такая возможность поучиться, узнать много. Ну, я пришел в этот фонд защиты Отечества к своему куратору, спросил, что за программа, как можно поучаствовать. Мне объяснили, я вот заявление написал, меня приняли, учил. И вот с самого начала вас еще и кураторы фонда «Защитники Отечества» так хорошо, да, направляют? Ну да, помогают, вот, поддерживают. Какие вам вопросы интересуют, там, помогают, в общем. А вы пришли в Центр «Мой бизнес» уже конкретно с какой-то идеей, да? Да, я пришел, я вот когда находился в зоне Саула, участвовал, я уже обдумывал об этом много раз. И пришел, у меня уже был проект как в голове. Пришел, отучился, мне помогли, наверное, сделал сам, там, научили, как проект делать, там, считать, там, финансовые. Даже вот такие. Я научился, сделал проект, поучаствовал, выиграл. Прекрасно. Это старт, помощь, хорошо очень. Антонина, ваша история? Здравствуйте, я начала свое хобби 5 лет назад, живя в деревне, по уходу за ребенком, и занимаюсь производством изделий из кожи. И 3 года так поработала из дома, совмещая и бюджет, и хобби. Потом случилось великое переселение. Переехала из деревни в Якутск. Здесь тоже работала по специальности. Я по специальности работник культуры с 13-летним стажем. И вдруг в прошлом году мне поставили диагноз рак. Тогда случилась пауза. Я полечилась, проходила реабилитацию, думала, чем же, как себя развивать, как себя как пойти дальше. И вдруг нашла меня девушка которая пишет бизнес-планы, посоветовала подать заявку на маму-предприниматель. Я подала, сразу прошла отбор и отучилась. Благодаря этой программе я вообще со всеми руками и ногами выбрала свое дело, чем работать в бюджете,
полностью ушла из бюджета и окунулась в свое творчество. Да. Открыла свою мастерскую уже третий месяц работает. Лучше работать мне, да, кажется, по душе. Вот Да. где душа, и этому всему помогает Центр «Мой бизнес». Сейчас вы уже, мне кажется, оба на своем месте. И там, и там. И душа поет, и спокойно. Мгм. И сейчас ваш бизнес полностью продвигается. Да. И в этом вам помогают сотрудники Центра «Мой Да. бизнес». Какую Каждый раз. помощь? Я так понимаю, что вы вообще практически уже и сопровождаете? Да, практически. У меня это за 3 месяца уже 3-е выступление на телевидении. Ну да, про эти истории нужно рассказывать, чтобы другие люди тоже понимали, что есть такая вот форма поддержки, что есть Центр «Мой бизнес», что они могут прийти и, мне кажется, найти ответы на любые их волнующие вопросы. Те, кто начинает свой бизнес. Переходим дальше к вам, Алексей. Вы принимали в конкурсе, и сколько было участников? С кем пришлось побороться? Ну, все свои же там были. Ну да, это конкурс среди семей СВО, самих СВОшников. Семей. Нас было более 20, точно я не помню уже, 21 что ли. Ну, много участников. Да, Ага. 21, ну, у всех были прекрасные проекты, Вот, да. Ага. все со своими мыслями пришли. Ну, я пришел туда со своим этим производством пластиковых емкостей, септиков, ну и так далее из пластика производства. Пришел, поучаствовал, рассказал, ну, как написал свой бизнес, научили, как там Все составлять. да, составлять. Пришли эти, как судьи, жюри, да, или как правильно сказать. Ну, выступил, выиграл. Получили. Да, получили грант в Получили. размере 200 тысяч. Ну, отличный, да, такой стартап. И это было в каком месяце? В этом месяце. Мгм. И сейчас уже потихоньку каждый шаг за шагом. Да, Ага. шаг за шагом закупаюсь материалами, оборудованием. Оборудование не из дешевых, конечно. Ну да, щас вообще. Есть свои вклады. Хочу сейчас так же, как свой бизнес, если отучился, предоставляет, дает сертификат на получение кредита под 1% до 2 миллионов. Да. Ага, Вот, хочу тоже подать заявку, попробовать. Может, получится. обязательно получится. Да, конечно. Главное настрой. А я вот про 1% вот этот вот, можно тут поподробнее, пожалуйста? Ага. Ну, у Министерства предпринимательства есть еще одна подведомственная организация, это Фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Они вот для предпринимателей предоставляют льготные программы кредитования, микрозаймы, можно так сказать. И вот специально для участников специальной военной операции, кто вот образовательную программу прошел, да, льготный займ могут предоставить сумма, по-моему, до 2 миллионов. Ага, до 2 миллионов, вот процентная ставка 1%. Всего лишь 1%. Ага, то Ну, есть, это же практически как в долг взять, да? да, вот на развитие бизнеса, Мгм. там, оборудование купить, материалы купить, там, ну, все, что связано с предпринимательской деятельностью. Вот, на 3 года можно оформить максимально. Мгм. Тогда получается, если вы прошли какое-то обучение, то у вас у обоих уже есть огромный большой шанс, так скажем, да, Да. получить кредит. Ага, Это вот именно для участников специальной военной. военной операции. Да, ага. Ага. Для других категорий Мне тоже, предпринимателей, ага. ну там проценты все равно более низкие. Там есть программа для начинающих отдельно, кто недавно зарегистрировался, там процентная ставка, от вида деятельности тоже зависит, 8%, 7%. Для уже давно работающих предпринимателей, там тоже от 8 до 13%. Все равно ниже, чем в банках, например, да? Вот такие вот программы. И для подачи заявки требуется обычно такой небольшой финансовый план, технико-экономическое обоснование. Наши специалисты тоже помогают его составить. И опять же тоже хотела сказать, и в этом помогаете вы. Да. Мгм. Отличная помощь и поддержка, да? Да, для Сопутствует. начинающих Мгм. это очень хорошая возможность встать на ноги и развиваться дальше. Вот где кредиты дают под 1%? Да. Я просто даже не знаю.
У меня буквально сейчас еще полминуты. Мы сейчас уйдем на рекламу на 4 минуты и продолжим наши истории. Мне очень хочется спросить у вас обоих, было ли страшно вообще уходить с бюджета, там что-то свое дело начинать. Об этом мы продолжим разговаривать после рекламы. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы возвращаемся к нашей беседе и продолжим наш разговор. Мне очень интересно спросить у Антонины, Алексея вообще, каково это сделать первый шаг? Тем более у Антонины 13-летний стаж работы в сфере культуры. Плюс у вас еще, конечно же, вот такой диагноз поставили, практически там неизвестно, что будет впереди. И вот такой шаг сделать, это же такую смелость надо иметь, мне кажется. Ну, я думаю, это все исходит от души. Если все исходит от души, то нужно верить в свое дело. И насчет материальных каких-то благ, да, тоже этого больничных листов, да, я не знаю, вот я бы не поработала на двух, я не совместила бы. Да, и физически, и морально я бы не совмещала. Мне наоборот, вот болезнь мне дала сделать правильный выбор. Практически такой вот, да, момент переосмысления того, что зачем себя где-то мучить, да, на той работе, где ты не хочешь работать, когда можно пойти, и тем более такая поддержка есть у вас. Вы тогда чем занимаетесь? Давайте вот об этом поподробнее расскажем. Вы кожаные изделия изготавливаете. Я изготавливаю кожаные изделия из эко-кожи, не натуральная кожа, из эко-кожи. В основном у меня заказывают папки для документов, кошельки, планеры. Самое мое любимое изделие — это планеры, альбомы для детей. А сейчас какие планеры-то красивые пошли, да? Да. Вообще планирование жизни — это целая философия жизни. Поэтому я очень люблю продвигать это свое изделие, этот продукт, и обучаю, как делать, как планировать. Все, короче, включено. Не только изготавливаю. Я вас поздравляю, что вы такой шаг сделали. Смело. Спасибо. Да, очень смело. Алексей? Ну да, конечно, было страшновато уйти из стабильности, неизвестность. Ну, стабильность — это и есть стабильность, как бы зарплату получаешь, сидишь, а тут надо работать, продвигать. Это в первые годы работы все равно будешь на деньги как бы не тратить, на оборот пускать. Ну и получится или нет, это неизвестно же как. Конечно, было страшно. Ну, кто не рискует, как говорится, пьет шампанское. Да, вот вся наша жизнь, да, сплошной риск. Но опять же, да, помимо этого у вас там целая команда участников. Да, я вот хотел бы рассказать про это. У нас бизнес-кластер «Свое дело» называется. Мы с ребятами, которые пришли с СВО, не только с СВО, все ветераны, семьи ветеранов, вот, открыли как бы кластер такой. Вот, сейчас в данный момент у нас натяжные потолки, СИП-панели, мебель, ну, собираем, ну, ребята делают, ну, многое чего, там рихтовка, покраска, грузоперевозки. В данный момент сейчас мы делаем, как ремонтируем помещение, большое помещение на 1200 квадратов. Сейчас как откроемся, дадим знать всем, как обратиться к нам. Ну, кто может, у кого свой план, бизнес, там, кто хочет открыть, с помещением поможем, с бухгалтерией, ну, с трудностями, в общем, ну, рекламу продвигать там в соцсетях, например, это же
называется свое дело, вот начали. И своих не бросаем. Да, и своих, конечно, не бросаем. Как мы откроемся, дадим знать, обращайтесь. Отлично вообще, да. Вот какой толчок, да, все равно Да. вот это вот. И в любом случае, Это опять же получается реабилитация. Вот военные, например, пришли, пока нечем заняться, могут прийти поработать. Там, это как бы реабилитация путем трудовой деятельности. Вот так вот. Вообще просто это, мне кажется, из этого уже у вас потом получится такой мегапроект. Также и нам помогут наши друзья, вот свой бизнес. Центр мой бизнес вас Да, не центр. оставит. Да, бросят. Мгм. А вы сотрудники Центра «Мой бизнес», когда вот сейчас Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики и Центром «Мой бизнес» разработана интернет-платформа, сделана в Якутии.рф. Мгм. И расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее, чем она полезна для предпринимателей. Ну, это marketplace, можно так сказать, да, местных товаропроизводителей. То есть вот совместно, да, с Министерством предпринимательства этот маркетплейс ведем. Любой предприниматель или самозанятый, кто производством занимается, местным производством, может свои товары бесплатно добавить в этот маркетплейс. То есть, Центр «Мой бизнес» мы никакую комиссию не берем. То есть открываем личный кабинет предпринимателю. Предприниматель сам самостоятельно загружает свои товары, информацию о своих товарах, там, фотографии, описание, да, и так далее. И, это как дополнительный источник, привлечения клиентов, да, реализации своих товаров, можно так сказать. И этот marketplace сайт, вот, сделан в Якутии, он очень популярен сейчас, в других регионах, то есть очень много заказов поступает именно из других регионов. Якутские ножи сейчас очень да, я про это заказывают. тоже читала. Да, якутская посуда. Вот у нас же на Кирова центр оказания услуг, у нас там горячая линия работает, очень много обращений с других регионов звонят, и нас спрашивают, унты есть ли у вас. Просто вот на сайте номер телефона нашей горячей линии находится. Ага. И вот мы тоже консультируем, кто звонит. Вот у этого продавца можете посмотреть, там, как оформить заказ и так далее. И вот любой зарегистрированный самозанятый предприниматель может подать заявку на включение в этот, чтобы мы личный кабинет открыли. Это вот на сайт надо перейти, заполнить анкету, заявку, сфотографировать свои товары, что производит. И, там, если сертификат соответствия есть на товар, это вот относится к ножам и так далее, там декларации и так далее. И вот эти вот документы нам на электронную почту отправляют. Мы личный кабинет открываем, уже предприниматели сами туда загружают. И обработка заказов уже непосредственно на предпринимателя ложится. Заявка поступает на какой-то товар, предприниматель сам связывается с покупателем, и уже договариваются о способах доставки и там о форме оплаты. Вот такой дополнительный источник реализации своей продукции. Я так понимаю, что Антонина, наверное, уже тоже там, да, сделана Якутии. Алексей? У меня сейчас шквал заказов. Я не успеваю. Да, я не успеваю. Уже на предпринимателя нужно зарегистрироваться. А вы сейчас как самозанятый же? Я самозанята. Шквал заказов. Я так за вас рада. Надо было работников нанимать. Да. Вот трудоустройство, опять же, да, вот вы же им тоже помогаете, работников, наверное, да, найти или как правильно это все оформить? Консультируем, да. То есть как это сделать, куда обратиться, какие документы нужны. Поэтапно, пошагово все расскажем, чтобы уже куда нужно там обратились, какие документы там. Если нужно будет помочь, конечно, помогаем. Как масштабировать уже свое дело, да, там, и по регистрации бизнеса уже там человек к нам может обратиться. Я вот, пользуясь моментом, очень хочу похвалить вашу пресс-службу. Просто вся информация в телеграм-канале, в социальных сетях, вот столько жизненных историй я там читаю, и везде помогает Центр «Мой бизнес». Там открыли Центр «Мой бизнес», тут открыли. Такие истории человеческие, такие
уже, знаете, не страшно. На самом деле уже нам, да, таким. У вас пресс-служба очень классно работает, интенсивно. И опять же, да, про это мы расскажем нашим телезрителям, то, что вот и радиослушателям, то, что всю информацию Центра «Мой бизнес» мы где сможем узнать, Виктория Герасимовна? Всю информацию Центра «Мой бизнес» вы можете узнать в наших социальных сетях. Это вот в Телеграм-канале, ВКонтакте, мы в Дзене есть, в Рутубе у нас размещаются все наши бесплатные вебинары, там сохраняются. Там у нас целый архив получается, если вы хотите там прослушать какие-то вебинары по маркетингу, либо по налогам. У нас все эти вебинары там есть в Рутубе. Можете, да, все бесплатно у нас. Да. А за некоторые же приходится платить вебинар. Да, там можете все посмотреть бесплатно, и там даже вот спикеры выступают очень известные, хорошие предприниматели, которые бесплатно там у нас тоже вещают на наши платформы. Потом вот основная вся информация у нас на портале малого и среднего предпринимательства moibiznes14.rf. Там есть вся информация по мерам поддержки, какие общественные объединения есть, к которым можно присоединиться. Это вот ассоциация гостеприимства, либо там ассоциация «Сделано в Якутии», контакты, все там есть. Все истории успеха, полезные новости, изменения в законодательстве, что происходит вообще в бизнес-мире, все это у нас тоже там есть. Есть информация, как открыть свое дело, как стать самозанятым, отдельные вкладки, да, как получить социальный контракт. Вся эта информация у нас там полностью есть. Нужно просто зайти на мой бизнес 14.rf и все там посмотреть. А если лень листать, там получается все искать информацию, у нас есть там умный поиск поддержки. То есть вы просто входите туда, вбиваете, кто вы, ИП, либо самозанятый, какие меры поддержки вы хотели бы, в какой сфере вы работаете, и вам вот этот поиск все выдаст сразу. И мы собираемся запускать там чат-бот, ориентировочно где-то в середине декабря в тестовом режиме у нас выйдет чат-бот, сейчас как раз разработка идет, и там тоже можно будет задать свои вопросы конкретно. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Да, потому что у нас не все любят звонить, разговаривать, не все любят там подходить, да, какого-то времени нету, поэтому вот мы подумали, что было бы удаленно вот так удобнее. Все-таки, ну, вопросы тоже можете задать в нашем мессенджере Макс тоже, там тоже отвечают. Еще хотелось бы вопрос мне задать. В основном, по каким направлениям бизнеса приходят к вам за помощью? Это Джулус ответит, который работает непосредственно с клиентами. По каким направлениям? Самый такой, я скажу, распространенный? Или самый актуальный? Ну, среди начинающих, кто вот хочет начать свое дело, да, ну, если это же девушки, женщины, то это, ну, шитье, производство одежды, изделий там каких-либо, либо это сфера красоты, там какая-то консалтинговая деятельность, мужчины, молодые люди, это, ну, в основном сфера производства, там, производство мебели, производство вот каких-то изделий, предоставление услуг там по ремонту, грузоперевозки, у нас очень много там, ну, регистрирует бизнес, ну, вот такая вот именно производство и, ну, какие-то услуги. А когда-нибудь вообще был такой случай, что приходили и просто хотели, но не знали, с чего начать? Да. А как вы их направляете? Опять же, консультации, наверное, да, там психологические какие-то тесты. На что способны? Приходят, хочу начать свое дело, там, не знаю, чем заняться. Такой вопрос бывает. Ну, мы, конечно, стараемся помочь. Ну, в первую очередь надо ориентироваться на что ты умеешь. Вот. Что человек умеет и что тебе нравится. И мы уже, исходя из этого, мы вот рекомендуем наши образовательные курсы пройти. У нас есть курс, по-моему, «Генерация бизнес-идей». Бизнес-идей называется. Это для тех, кто вот еще не определился, ну, как выбрать свою нишу, можно так сказать. Вот, обучение в первую очередь пройти, да, и уже, ну, по организации формы занятости, ну, там, ИП, самозанятость, вот мы консультируем и уже подбираем, чем он конкретно хотел бы заняться. И потом уже первые шаги. Регистрация, акведы. Да, ну, очень много зависит еще от среди тех, кто регистрирует, начать хочет свое дело, это на открытие, какие программы финансовой поддержки существуют. То есть, ну, это стартовый капитал, да. Ну, сейчас вот действенная мера поддержки, это вот по программе «Социальный контракт» сейчас очень хорошо работает. 500 тысяч. Ну, это вообще... До скольки? До 500 тысяч рублей сейчас предоставляется максимально на открытие бизнеса. Ну, там могут принять участие, конечно, не все категории граждан, а определенные, да. У кого там, ну, доходы смотрят
доход, если ниже прожиточного минимума, то как бы, ну, претендует на получение данной поддержки. Ну, да, 500 000 на открытие своего дела, да? Но опять же по критериям, конкурсы, все остальное, все требования. Да, там бизнес-план основной, документы это подготовить надо. И, ну, в Якутске тут, ну, комиссию пройти, комиссии проект свой защитить. Бизнес-планы мы делаем. Вот, бизнес-план опять вы же делаете. Да, вот у нас... помогаете. Ну, несколько вариантов есть. На сайте, вот на нашем портале, да, Мой бизнес 14РФ, у нас есть вот отдельно раздел «Социальный контракт», там у нас размещены готовые коробочные решения, то есть это как по видам деятельности. Готовый бизнес-план. Можно, да, шаблоны, так можно так сказать, такие методические пособия, шаблон. Либо можем направить для самостоятельного составления шаблон, у нас есть по разным видам деятельности тоже, либо, ну вот есть услуга бесплатная по разработке бизнес-плана. Ну, кто там не умеет, или там компьютерной техникой не владеет, ну, подают нам заявки, мы вот в течение определенного срока времени бесплатно составляем. Около 2 недель примерно получается. Ну, в среднем, да, где-то так. Ну, опять же, да, у нас время подходит практически к концу. Уже, наверное, прошло время подводить вас в центре «Мой бизнес» итоги года, да? Как он прошел, и вообще впереди, наверное, у вас тоже масштабные планы? У нас очень много мероприятий, практически каждый день, вот эти же вебинары, семинары, эти программы образовательные, да, очень насыщенные. С каждым годом у нас все больше, получается, заявителей, которые к нам обращаются, больше тех, кто получает образовательные услуги, да. Мы надеемся, что с каждым годом так и будет больше тех, кто получил у нас помощь. И у нас впереди еще 2 программы есть. Папа-предприниматель, хотела я объявить. Сегодня у нас последний день приема заявок. Учеба будет проходить онлайн в течение 5 дней, да. Они будут разрабатывать свои бизнес-проекты, и победитель получит грант в размере 200 000 рублей тоже на развитие своего бизнеса. Поэтому заходите на портал, подавайте сегодня заявку, последний день, онлайн-обучение, с любой точки мира можете обучиться. Ну, если вы, конечно, зарегистрированы тут у нас в Якутии именно, да. И у нас Олимпиада по предпринимательству для школьников будет проходить в декабре. Вы еще и со школьниками. Да, мы еще со школой, с молодежью мы очень активно работаем, сотрудничаем с колледжами, с СВУ, для них проводим бизнес-игры, семинары и так далее. Финграмотности тоже. Финансовой грамотности тоже. И у нас еще есть 1,5 минуты прекрасные, чтобы поговорить. Я, допустим, если вот получила соцконтракт, допустим, 500 000, получила там по какому-то конкурсу «Мама-предприниматель» 150 000. А помимо этого я потом смогу к вам возвращаться и получать какую-то помощь и поддержку, или вы меня в свободное плавание уже отпустите? Почему? У нас вот, как раз тоже есть различные мероприятия, форумы предпринимателей мы проводим, там тоже активно бывают разные семинары, круглые столы, где можете обсудить. У нас очень часто участники образовательных программ коллаборируются, свои проекты создают, вот как кластер тоже, да, свой бизнес, свое дело создали, да. И плюс, получается, у нас вот бесплатные услуги бывают для продвижения уже начинающих действующих предпринимателей. Поэтому, дорогие телезрители и радиослушатели, если среди вас есть желающие открыть свой бизнес, начать свой бизнес, МСП, да, самозанятые граждане, первый шаг – это обратиться в центр «Мой бизнес», и вам там помогут, вас сопроводят, и в течение практически 3 лет центр «Мой бизнес» станет для вас второй семьей. Все, спасибо вам большое, что пришли, что рассказали свои истории, рассказали о формах, о видах поддержки, и до новых встреч.